давно хочу войти. Войти. Дайте мне войти. Я всегда хотел войти. Войти. Как же мне войти? Войти? Заведу себе питона, жабу заведу. Приручу собаку Хаскел и дельфинов воскрешу. NFT привинти, примитивно на винты. Без винты, без бэклоков и гайды. Я давно хочу войти. Войти. Дайте мне войти. Я всегда хотел войти. Войти. Как же мне войти? Войти. Я хочу войти. Нейросети щемят Петю. Петя был в авторитете. Петя в коде в боге метил. Сети заменили Петю. Краундфандю на стартап. За метапом метап. Бизнес-ангел наседает. Я без бабок и без баб. Я давно хочу войти. Войти. Дайте мне войти. Войти. Я всегда хотел войти. Войти. Как же мне войти? Войти. Я хочу войти. Мамка любит хардкор, буфера как на подбор. Режем тор, я врубаю, захожу через бэкдор. На механике стучу я, за аккордом жму аккорд. Бит ложится под бит, это точно будет хит. Я давно хочу войти. Войти. Дайте мне войти. Войти. Я всегда хотел войти. Как же мне войти? Войти. Айти-бади, тусим в сайте, типа пати, типа айти, типа тусим, типа в кайфе. Интернет они, блядь, ставят, интернет! Он нам и нахуй не нужен, интернет ваш! Я хочу войти. Еще раз поставь, пожалуйста. Холодная осень, тихое утро, будильник на 8, а мы не спали, ты бесишь все меньше, мы видимся чаще, но мне не легче. Все твои капризы, все мои проказы, все плохие вещи, они заразны, слова каждый вечер, но все будет классно, это не вечно. Это не вечно. Это не вечно. Устала от тебя. Так, окей.
Здорово, Ифрит. Так. Блин, капец. Да ёпта мать. Блядь. Блядь. Угу. Все. Привет, токарь. А? PlayStation, да. Хорошо. А, то хорошо, хорошо. Посмотрите. Так. Музыка есть. Звук есть. Полагаю, этого будет достаточно. Господь улыбается щедро. Так, что началось? Погодите. Тут началось аниме. Внезапно. Аниме-игра называется Метафора. Не знаю, что ты вдруг решил его поиграть. Стало любопытно, что вообще за игра такая. Давайте смотреть, что за игрушка такая. Так, пнули бомжа. Чудовищная страна, чудовищный народ. И здесь ты мечтал создать утопию, в которой все расы объединятся. Твоя мечта давно умерла. Пора и тебе последовать за ней. Блин, он реально это сделал. Твое королевство сгинет вместе с тобой. Таканара японнар бар. Просто увлажнитель воздуха. Мы же купили его сегодня. Увлажнитель воздуха, говорю. Че так? А-то я туда этот... как его? Ароматизатор налил. Его Величество убит в собственной постели. На могиле принца еще не успели увянуть цветы. Барнчере. Про какую-то магию уже успели сказать. Мало нам внешних врагов, у нас и внутри страны неспокойно. Того и гляди, начнется гражданская война. В эти темные времена нам всем следует объединиться. Ваше святейшество. Кто мог совершить такое? Немногим было дозволено войти в покой короля, не то, что к нему приблизиться, и все же. Королевская магия его величества защищала его от меча, кому было по силам преодолеть такое препятствие. И вновь после покушения на принца на замок спустились тучи. Какая проклятая душа посмела бороть жизнь короля? Кто решился на такое злодеяние? Луис? Сначала мы потеряли принца, а теперь внезапно умирает король. Суетолог местный. Только король может принять королевский скипетр. Средоточение магии прославленного монаршего рода, предотвращающее войны. Раз королевский род прервался, кто теперь зайдет на трон? Бля, ни разу не подозрительный мужик, вообще ни разу не подозрительный. Он такой невинный. Да ладно, это игра про Исекай? Тут теперь Токио, типа классическая.
Ну ладно, какое-то, ну, не классическое, что это? А, это аниме опенинг, ребята. Опенинг пошел. Блин, мы же в аниме играем. Куда же без опенинга-то? Блин. Самое интересное, что это вот японская игра, и у нее есть русский язык. Вот это вот самое удивительное. Ну, как бы только это и, ну, побудило меня поиграть в эту игру в том плане, что здесь хотя бы будет понятно, что происходит. Насчет геймплея не уверен, вообще не знаю, что тут как. Так, нажмите любую кнопку. Ну, если что, Atlus это те ребята, которые персону делали. И прочую тут такую вот хрень. Не знаю. Ну, по большей части у них игры душные, я вам скажу. Оп. А давайте... Выбор языка русский. Давайте озвучку сделаем японскую. Чтобы вообще аниме было конкретное. Ну и в принципе все. Ну, выглядит любопытно. Выглядит интересно. Итак, главный герой собьет грузовик. Кто здесь? А, я не вижу тебя, но чувствую, что ты за мной наблюдаешь. Да, это я, видимо. Ответь мне на вопрос. Наш мир тебе любопытен? Не сочти за фамильярность, но я хотел бы знать твое имя. Имя твоей настоящей сущности, той, что смотрит мне в глаза из-за странной грани. Ага. Ну, то есть они меня спрашивают, как меня зовут? Ага. Ну, давайте скажем... Я буду честен. Меня зовут Джулустан. Вот. Да. Это не имя героя. Ты будешь управлять героем, и твое имя Джулустан. Это не имя героя. В смысле? Типа мое имя недостаточно героическое или что? Да, ну, насрать, давай. Надо же, как необычно. Здесь я подобных имен не слыхал. Могу предположить, что ты из другого мира. Да, даже в моем мире многие не слышали о таком имени. Ну, в том плане, что за пределами республики Саха-Якутия это уж точно. Знато, что в твоих глазах весь мой мир лишь вступление к истории, что еще не было рассказано. Другими словами, это всего лишь фантазия. Но можно ли пренебречь ею лишь потому, что она стала столь далека от тебя? Так, ломать четвертую стену максимально жестко. Если ты хочешь попасть в наш мир, я попрошу тебя ответить на вопрос. Исекай говорит. Ограничивается ли фантазия рамками нашего воображения? Есть ли у нее власть над действительностью? Да, конечно, нет. Ну, хотя, если ты это воображение перенес в нечто материальное, по типу фильма, игры и так далее, то, может быть, повлияет на действительность. Но, в общем-то, нет, конечно. Если в названии присутствует Ре, это все Исекай. Исекай. А, серьезно? Мимолетная греза. Творение рассеянного разума.
Вы если что говорите, я могу поменять звук микрофона, сделать погромче игру, может быть. Как он правильно пишется? Реф. Не, не знаю даже. Привет, енот. Должно быть, так ты видишь все это. Признаюсь, сам я еще не определился с ответом. Подумай вот о чем. Если фантазия, дитя надежды, желание сделать мир лучше, значит надежда может быть знаменем. Она может принести перемены, и фантазия воплотиться, став новой реальностью. Возможно, история, которая развернется перед нами, даст ответ на этот вопрос. Я буду наблюдать за ней с огромным интересом. Что ж, начнем наш рассказ. Но, погодите. Я не знаю, во что я играю, в том-то и дело. Какой геймплей у этой игры вообще? Я не видел. Ну, я хочу выебнуться и выбрать высокий, но я без понятия, что меня ждет. Напряженные сражения. Ну, давайте выберем сложный. Потом, если что, поменяемся на обычный. Да. Переобуемся, так сказать. Выбран высокий уровень сложности. Продолжить, да. О, эльфы. Почти добрались. Пересечем пустыню и окажемся прямо... Так это правда, король умер? Да, поэтому странников сейчас больше заботят королевские похороны, чем безопасность на дорогах. Теперь здесь среди белого дня бродят чудовища, отгонять их некому. Чудовище? Ну да, наслышан. И это я не говорю о том, что трон пуст, надвигается буря. Помяните мое слово. В чем дело? Карманная Лоли. Разбойники? Ну-ка, где радость при виде ополчения? Мы с вами народ простой, к короне до нас дела нет, да и церкви тоже. Только господин Луи может спасти нас всех, от вас понадобится лишь небольшой взнос. Либо вы с нами, либо против нас, а если вы против... В смысле, блин? Они просто грабить пришли, типа, блядь, взнос говорят. Проводник магии? Где они его раздобыли? Погодите, у нас есть женщина. Может быть, ополчение примет плату вагиной? Так, это еще кто? Смотри-ка, у нас тут самый настоящий Эльдер. И правда, ни рогов, ни острых ушей. И что же этому грязному отродью понадобилось в столице? В смысле, Эльдер? Вот, вы только гляньте, что ты пытался от нас прятать, малец. Втащите ему, он не отдает книгу. Стой! Лол, просто убил его. Зря сопротивлялся, приятель. Ну все, суета пошла. Делай, что велено, если жить охота. А чё сразу так нельзя было сделать, я не понимаю. Чё она ждала вообще? Ты обнажил клинок, очевидно, ты хочешь, чтобы я им тебя проткнула. С дороги! О, правильно, туда его нахуй. Придурок, блин, держится за книгу какую-то. А, блядь, это я, что ли? это главный герой? Ну, блин.
Типичное аниме дерьмо, типа мы играем за какого-то ублюдка тупого максимально, бля. Похоже, мы в западне. Ты слышал заявление о том, что господин Луи нас всех спасет? ちょっと大丈夫？ Это как? Руки-ноги целы? 首が繋がってるだけマシね。匿名のことは Хорошо, хоть они не поняли, какую мы тут выполняем задачу. Могло быть и хуже. Какую задачу? С тобой все в порядке? А сколько лет этому эльфу? Но... Какую задачу? 匿名って ちょっと Прекрати, не время для шуток. 分かってると思うけど А ты же понимаешь, что будет, если хоть кто-то один узнает о нас правду. Хм. 命より重い Наше задание важнее наших жизней. Если мы его провалим, исправить уже ничего не удастся. Так. Пустыня как Традия. У нас все-таки был меч, и мы... А смысл? Просто реально убили бы всех этих разбойников. Они же... Типа, вообще изишные какие-то были. Ну ты вроде не ранен, это уже хорошо. Идти можешь? Давай поищем, откуда можно смотреться. Так, управление. Shift. Уклонение. Control. Доступны 10 соответствующие им кнопки, отображаются в нижней части экрана. Обучение. 行くわよ Угу. Окей. Спасибо за клип. Так, поднимитесь выше. Так, правая мышка это бить. Пробел это тоже бить. Блин, у меня не бинарный мужик, парень. Постой, тут что-то есть совсем рядом, не шевелись. О. Песчаный червь палм. Осторожно, это опасные противники. Но кажется, они пока нас не заметили. Включив зрение феи с помощью П, то есть Г, вы можете в течение короткого времени увидеть окрестности глазами Галики. Если впереди враг, с которым еще ни разу не сталкивались, он будет отображаться как неизвестный. Будьте осторожны. Водный день. Кажется, перед нами опасный враг. Плохо дело. В смысле опасный враг? Ну, типа... О, собаки. 警戒して強敵が近くにいるわ Ёпта, там вообще мантикора. То есть мне надо их избегать? Ну, давай попробуем избегать. Нас заметили? Блин! У-ху-ху-ху! Да, надо валить, надо валить. То есть у нас максимально пушечный герой, который, ну, просто может реально отъехать от любого дерьма. Не, нахер, нахер, нахер. Я, пожалуй, как-то вот так вот по центру двинусь. Ну охереть. Все, удалось выйти. На всякий случай уточню, ты помнишь, зачем мы здесь?
Напомни. 手順って Давай ты мне напомнишь. 命より重いって言って Ну ты даешь, это задание, которое важнее моей и твоей жизни. たオートに入って Сначала нам нужно добраться до столицы. Там ты пойдешь. Так, подождите. Давайте-ка я все-таки уберу жирного анимешника. Чтобы видеть игру вообще. Так. А вот это вот сюда, наверное. Так, там ты пройдешь армейский вербовочный пункт и запишешься в стражники. Стражники? これは Это может решить судьбу своей всей страны, и мы либо выполним задачу, либо погибнем. でも死ぬのは Не знаю, как ты, я предпочла бы остаться в живых, так что давай постараемся сделать все по уму. 日が暮れる前に Идем, не стоит оставаться в этих пустошах. После заката надо поскорее вернуться на дорогу. 不安は現実に Есть такая поговорка: тревога рождает самых страшных чудовищ. По крайней мере, так говорят феи. Я могу сотворить одно простенькое заклинание, чтобы немного тебя приободрить. Я слышу вдохновляющую музыку, играющую прямо в моей голове. Видимо, такое действие магии Галики. この世に初めて Музыка самая первая магия, которая появилась в этом мире. С ней все немного налаживается. Дай мне магию фонка. Хочу фонк. Эй, смотри. Это ведь дорога. Уф, наконец-то вон и Гранд Трат уже видно. 行くわよ Осталось немного, мы почти пришли. Главное не привлекать к себе внимание врагов. Короче, на крысичах бежим. А ну, собак-то я побить могу, надеюсь. Так, кстати, подождите. Вот. Я хочу увеличить чувствительность. Во, да. Щедрить их много. Так, давайте залутаем. Листочек. いいもの見つけ役に立ちそう И еще один листочек. Блин, я забыл. Как там было? А, во. 敵がいるわ Гиену. Неизвестно, неизвестно. Ну, гиену-то я побью, надеюсь. Ясно, нет, я не побью, я не побью, я не побью, я не побью. А, беги, беги, беги. Сука. Псы вонючие. Охереть их много. А? Плохо дело? О, аниме. Ха, 3D-шный какой. Плохо дело, бежим. Земля, что дарит магию 8 расам и 3 государствам. Соединенное Королевство Ухронии. Год 785. Ухрония потрясена внезапной смертью короля. Тревога приводит к ссорам между расами. Разногласия составляет их отделяться друг от друга. И уже никто не поможет. Помнит героические предания, сложенных на заре времен. О. А я думал, он умер. Червь-то оказался не такой уж и это.
Смертоносно. О, великий искатель, дитя, овеянный славой эпохи, наделенный силой претворять фантазию в жизнь. Услышь мой зов, откликнись на мольбу и укажи мне путь. Ну, типичное аниме. Ни хера не понятно. Ну, только посмотри. Нам главное не кончить в этом городе как бомж какой-нибудь. Интересно, я надеюсь, можно тут стать бомжом? О, мы в гетто спустились. Так. О, квадробера вешают. Не надо, я ничего не сделал. Лживый пес, тебе плевать на законы, даже не пытайся отрицать. За преступное использование проводника магии ты приговариваешься к казни через повешение. Ура! Он парипас. Что бы ни сказал, его бы не стали слушать. Вот ужас-то. Подайте монетку потерянной душе, благодарю. О, квадроберы пошли. Блин, вы гляньте. Осторожно, ты че? Первый раз в городе, что ли? Ну ты даешь. Мы сюда не по сторонам глазеть пришли. Блин, на эти ноги бы Тарантино заглянул бы, да. Тарантино бы в этот момент типа сказал бы: о, а тут стало интересно. Такой: о, походу игра. Что-то это. Так, столица поразительная. Никогда не видела, чтобы разные расы жили бок о бок. Хотя, не то чтобы поровну. Больше всего тут климаров и русентов. Русы! Русы! Это я к тому, что эльф на общем фоне будет выделяться. Постарайся лишний раз привлекать к тебе внимание. Вот что значит эльф? Мы типа... Тут везде и всюду одни эльфы, да? То есть эльф это по сути человек. Как бы. Ну хер пойми, у нас еще глаза типа разные. Ну это прям типа типичный анимешный персонаж. Он типа максимально к себе... как бы... Как бы это сказать? Ну, не Такусик хочет отсырывать себя с таким персонажем. Он такой, типа, не такой, как все сразу. И глаза разные. И отличается от всех рас. Он такой, типа, прям... Да, типа, это literally me. Ага, говорит. Слышала, что говорят о его величестве? Говорят, вовсе не недуг его унес жизнь. Нет, ему подослали убийцу. Тише, еще слышит кто. Все прям как с принцем. Говорят, убийца явился среди ночи. Помяни мои слова, грядет война за престол. В деревне начали наведываться чудовища, но армия уже вышла на защиту. Уж они-то разберутся. Погодите, это что, вейп? Армия нынче уже не та. Бля, это реально вейп. Привет, Ал. То ли дело, когда у руля был граф Луи. Вот когда мы были непобедимы. Блин, он вейпит прям. И как мы после такого будем останавливать страну? А у него тоже вейп! Вау, какая современная игра. Ладно. Не пришлось бы задаваться такими вопросами, был бы жив принц. Прям молодежная игра, молодежная. Вау, 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 что происходит? А, типа это в прошлом. Король мёртв. Его сын болен. Неужели не осталось никого, кто готов нести бремя короны?
Даже лучше целительности королевства преподоб Нерелли не под силу справиться с этой напастью. Уже 10 лет он находится во власти проклятия. Сколько он еще протянет в таком состоянии? Маленький пожилой ученый. Кролик какой-то. Без сомнения, его высочество был бы против, но поскольку он не может возразить, у нас нет выбора. Никакой пощады тому, кто проклял его высочество и убил нашего короля. Никогда не думал, что придется попросить о таком, но нас осталось совсем мало. Мне больше не к кому обратиться. Ты согласишься записаться в армию, чтобы передать послание нашему союзнику? Но выбор нет его. Такова твоя задача. Тебе нужно ее выполнить. Ради нас всех. Окей, я тупо гонец. Хорошо, ладно. Эй, ты меня слушаешь? Ну ладно, могу понять, что тебе нелегко. Вы с принцем были очень близки. Ну, в общем, столица — это только начало. Теперь перед нами стоит более важная задача. Чтобы встретиться с нашим союзником, тебе придется вступить добровольцем в местную армию. Только помни, здесь не знают, кто мы. Не знают, что принц все еще может занять трон. И если нас раскроют, всему конец. Спасать нас некому. Привет, Гудзон, здорово. Да, нет. А куда мне вебку девать-то некуда? Да и потом, так как будто бы намного лучше будет. Во всех смыслах. Ну и да, я типа играю аниме-игру и, блин. Давайте я не буду показывать свое лицо. Это как бы такое. Ну, смотрите, квадробер прошел. Так, для начала надо найти вербовочный пункт. Это будет несложно. Армии сейчас очень нужны солдаты. Так, окей, нормально. Ну, погнали, пацаны, погнали. Ты знаешь, куда мы идем? Если вдруг заблудишься, не стесняйся спросить у меня дорогу. Но у меня нету набора для квадробики. А так я бы одел его. Вот это вообще было бы зашибись. Так. Нажмите мягкий знак. Господи. Чтоб... открыть карту. Если вы не знаете, что делать дальше, нажмите Е, Галька, расскажем про этот район. Вы можете сохранить игру в любой момент, находясь в безопасном месте. Там какая-то херня летает. Например, в городе, для этого нажмите 2. Прикол. Шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу. Шу-шу-шу-шу-шу. Бу-бу-бу-бу-бу. Проклятие. Сколько нам еще тащиться? Мы только проехали мимо вербовочного пункта в конце улицы. Я быстро запишусь в армию, чем эта повозка выйдет из города. Погоняй уже, пока я не назначил наград за голову твоей лошади. Да вы успокойтесь, господин. Сейчас все улицы забиты толпами зевак. Это же королевский похорон. Да, улицы забиты просто ядрить как жестко. Блин, пробка, конечно, прям пробка. Не иначе. Подозрительная женщина. Угу. Так, ни разу не ключевой персонаж, кстати. Гляньте-ка, Эльт идет. И не совестно ему на похоронах. Это не про нас говорят. Надеюсь, Луи не упустит возможность укрепить свое положение в армии. Так. Другие страны ведь не объявят нам войну. Так, ля какая. Прописка. Ого,
Эльд, здесь редкие гости. Писка. Да. Без обид. Просто в этом городе не любят низшие расы. Ты не против? Не то что, пускай я переписка. Любой задира от меня получит так, что мало не покажется. Впереди тернистый переулок, мы там видели виселицу нищих. Не стоит туда идти без всякой веской причины. Ладно. Я бы вдул это розовое. Ну... А это будет считаться зоофильством или нет? Вопрос важный. Королевская кровь иссякла. Видно, что и это есть рубеж нашей истории. Нам нечего бояться, пока мы верим в Бога и молимся Ему. Церковный глашатый. Послушаем его. Королевские проханы пойдут в собор, и, разумеется, на них будет присутствовать его святейшество Форден. В день похорон приходите все в собор. Так. Что-то происходит? Ты смотри, новая модель вышла. Зевака у витрины. Мне бы такое. Уж я бы тогда такие заклинания. Ты, скуф, блядь. Какие заклинания ты сделаешь? Создание, бля, бутылки охоты крепкого, нахуй. Да, я думаю, с тобой многие согласятся, Ифрит. Вот что значит большой город. Здесь у каждого есть проводник магии, причем их столько разных видов. Что такое проводник магии? Вот, взгляни на витрину. Если инструменты рождают музыку, то проводники — магию. За пределами города такие редко встретишь. Не представляю, как это призывать волшебство какой-то там палочкой. И тут фанаты Гарри Поттера такие: о, нейрон активейшн. Где палочки? А я вот могу использовать магию, когда пожелаю. Я еще и вижу маглу. Но, наконец... Ну, конечно, я не то чтобы прям архимаг. Ну и чудеса. Фея в компанию юного Эльда. Вы впервые в нашем городе? Бля, она выглядит как какой-то, не знаю... Как бы это сказать? Ну, короче, тот, кто арестовывает и, ну... убивает людей в камерах. Что-то такое, знаете. Есть какой-то вайп от нее такой. Она, вот, по-моему, да. Не очень-то дружелюбный персонаж. И видите вот это вот расстояние между булок и как бы вот это вот, ну... Да. Как бы тут сразу напрашивается такой вывод, что она... пробивалась по карьерной лестнице всеми возможными путями. Да, ее зовут подозрительная женщина. Советую особо не выделываться. Последнее, что вам нужно, это привлечь к себе внимание местной знати. Уж поверьте. Ну хотя, с одной стороны, она что-то нам советует. Ладно, не будем о грустном, давайте представлюсь. Я владелец этого магазина. Ищите себе проводник. Есть один экземпляр, который точно понравится чужеземцам. Изготовлен по модели королевского скипетра. Идеальный сувенир. Королевский скипетр. А ты что, никогда о нем не слышал? Ох, как бы тебе объяснить? Скипетр — символ королевской власти. Он передается из поколения в поколение. По легендам, он обладает всесокрушающей силой. И реально такое продается просто? Проще говоря, это самый мощный проводник магии во всем мире. А в руках короля он превращался в оружие, способное одним взмахом остановить целую армию. Так, еще раз задает вопрос. Оно, блять, реально просто продается вот так в магазине? Только король мертв, и наследника у него не осталось.
Печально, правда? Какой толк от такой игрушки, если играть ей некому? Плохое время ты выбрал для визита в столицу, мальчик. Не знаю, что ты нас ищешь, но имей в виду, что тут зреет беда. Учту. Спасибо за предупреждение. Скажу одно напоследок, твое выживание зависит только от тебя. Ну окей, окей. Как зловеще. Но она права, следует действовать осторожно. Блин, для начала зайди, там, ну, залети куда-нибудь, там, в мои штаны, например. Ладно, времени у нас пустую болтовню у нас нет. Нужно найти пункт вербовки. Так. Столичный город Гранд-Трат. Собор Регалит. Я не думала, что кто-то заметит, что ты эльт. Похоже, я их недооценила. Нам не стоит привлекать внимание. Если попытаться скрыть свою расу, это будет выглядеть подозрительно. Так что просто веди себя естественно, не обращай внимания на оскорбления. Понимаю, будет трудно, но в первую очередь надо думать о деле. Итак, нам нужен вербовочный пункт. Он уже совсем рядом. Ладно. Отряд голубей. А че за торговец маски? Юноша, не хотите взглянуть на наши товары? У нас здесь далеко не простой магазин Мустари. Мы вообще-то спешим, у нас есть какое-то дело в вербовочном пункте. Вам нужен вербовочный пункт? Идите вниз по улице, пока не увидите большое здание, оно будет как где-то слева. А как закончите с делами, заглядывайте к нам. Я постоянно здесь торгую, так что буду рад, если зайдете. Где свернули не туда? Да. Кажется, оно. Денис Высоцкий, здорово, здорово. Да, аниме. Кара, ты у нас, значит, голубых кровей. Армия не место для изнеженных аристократок. Ну да. Классно просто. Эти разрывы связи просто заебут. Так. Неужто семейная казна просела под весом всех вас, бездельников? Молодой аристократ. Странно судить о ценности солдата по его происхождению. Хочу стать солдатом, разве этого недостаточно? Ты смотри, какой дерзкий. Ну, воля твоя, добро пожаловать в стражу. Будь готов выполнять все приказы стража по званию отдать жизнь за родину. Но помяни мое слово, война быстро обнажит в тебе трусы. Когда будешь валяться мертвым в грязи, постарайся хотя бы выглядеть патриотично. Позу принять. Какая воодушевляющая речь. Пытаетесь добиться уважения угрозами? Неудивительно, что к стражам в наши дни такое отношение. Но ничего, я направлю.
Сейчас связь восстановилась. Блять. Сука, трудно стримить с таким интернетом. Я ебал. Ну серьезно. Я скоро ёбу дам с таким интернетом. Да, блядь, опять разрывы связи. Я даже провайдеры ж поменял, блядь. Как это меня заебало. Сами вы Генш, ну что, персоны не играли. Переход даже схож как к персоне. Ну это Atlus, это те же разработчики литерали, что и в персоне. Ну да, я поменял шило на мыло. С ТТК на РТК. А другого провайдера в этом доме нет. В этом прикол. Эльд, я думал, у вас уже не осталось. Так, тебе 18 лет? Тоже сирота? Подходящий материал для армии. Ой, 18 лет. Ой, бля. Ну, стоило бы сказать спасибо, что не 16 и не 14. Вы знаете, вот. Блин, когда же появится хотя бы одна аниме-игра или вообще, в принципе, аниме, в котором не будет такого говна? В котором скуп... Ну да, ну реально, это же вообще... Не надо реально найти какого-то типа такого... Короче, в будущем я сделаю аниме-игру. Где главным героем будет Скуф. Ну, то есть я найду художника какого-нибудь такого, и мы прям заебашим. Нет, я отряд художников, короче, найду. Просто отъявленных анимешников. Взрослые чмошники. Не-не, никаких взрослых чмошников. Все будут у нас главные персонажи типа суровые, блядь, Скуфу нахуй вообще. Короче, вся концепция будет заключаться в том, что типа взрослые Скуфы... точнее, не то чтобы их будет много, ладно, просто один взрослый Скуф, главный герой, будет просто литерали рвать все шаблоны аниме. Он буквально будет там, типа, нахуй слать, там, типа, романсить любую там бабу и там прочее. Если так, короче, замахнется на него, он такой, типа, тише, там, вся хуйня. Не будет там получать пизделей налево-направо. Будет бухать пиво там. Вообще, нормально, короче, прикольно будет. А потом, бля, помяните мое слово, после такого, типа, успеха, ну, у такого игры точно должен быть успех. Но главное, типа, потратить на эту игру дохуя лет, чтобы сделать ее. По ней сделают аниме полноценное. По ней сделают аниме полноценное. И знаете, как эта хуйня будет называться? Мой батя Скуф иссякайнулся. Или типа того. Так. Да, давайте дальше. Почему ты хочешь вступить в армию? Мне нужны деньги. Что ж, разумное решение. Такому оборванцу больше нигде заработать. Так, ну и какая тебе польза стране и армии? Что умеешь? Я шустрый.
Давайте назовем его Семен. Нет. Семен. Семен все-таки несет в себе какой-то, знаете, характер. Все-таки это имя с характером. Это имя, которое содержит в себе даже в некоторых языках этого мира семя, знаете, типа как мужское начало, он типа прям реально буквально кам, он как камшот. Афоня. 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 Не, ну Афоня такое, типа, Афоня все-таки это чуть ли не советское имя. Помните, фильм даже Афанасий был, или как там назывался, Нафаня. Так, где нужна помощь интернета? Сейчас я подберу такой вариант, что закачаешься. У меня дед Афанасий Михайлович Якут. Вот, вот. Советское имя довольно-таки. Я и говорю. Уважаемое имя. Так. Я сейчас я сейчас у чата GPT спрошу, какое самое распространенное имя для главного героя аниме? Давай. Сейчас она мне скажет. И мы на базе этого выберем имя. Во. Одним из наиболее известных и часто встречающихся имен является Сато, Сакаи. Однако наиболее распространенным именем для главных героев является Ичиго из Блич, Наруто. Ну, кстати, да, вот тоже. Так. Так, Сатоки. Это Сато плюс Ичико. Ичика. Ичиго плюс Наруто. Нарису. Наруто плюс Сато. Так. Герои. Аскай и Чира. Так. Давайте, я придумал, короче. Ичика Вася. Во. Типичное аниме. Придурок. Вот. Ичика Вася. Это, чтобы вы понимали, типа комбинация Ичиго и Наруто. Вот Ичика. А Вася, ну это просто... Ну, Вась, типа, знаете, Вась. В моей жизни были, типа, люди с именем Вася, они все какие-то уебищные люди были, если честно. Так, поэтому Ичика Вася прям, ну, подходит, я бы сказал. Подходит прям. Да, подтвердить. Подтвердить имя главного героя Ичика Вася, да.
О, ты знаешь буквы. Хоть какая-то от тебя будет польза. Ну что ж, Ичико Васи, добро пожаловать в стражи. Ура! Сука. Ты наверняка слышал, что рядом с городом объявились монстры. Будь начеку. И так бойцов мало. Было бы расточительно терять новичков в первом же патруле. На вахте тебе выдадут броню и проводник. Это все казенное имущество, так что если сломаешь, вычту из довольствия. Ну слушайте, все не так уж и плохо. Мне сразу на работу взяли, прикиньте. Все, не отнимай у меня время. Следующий. Да и мужик он неплохой, как будто. Ого, какая толпа. Похоже, нам придется дождаться своей очереди. Блин, даже квадроберы хотят стать солдатами. Встревоженный парипас. Не верю я, что в армии ко всем относятся одинаково. Наверняка выставят меня вперед живым щитом. Но другой работы мне все равно не найти. Вот в армии Луи всех судят по заслугам, даже парипасов. Так. Самоуверенный мужчина. Проклятие. Слышал, солдатам хорошо платят. Вот и пришел записаться. Но не думал же я, что придется служить в отребием вроде эльдов. С отребием вроде эльдов. Парипас еще ладно, а вот эльдов точно не надо держаться подальше. А с чего это вдруг? Еще и грызается. Вы эльдское отродье глухие к учениям бога. Что с вас взять, дурная кровь? Знаешь что, не обращай на него внимания. Зачем зря время тратить? Не, ну и мне реально просто интересно, почему эльдов хейтят. Я не понимаю. Скучающий мужчина. Такой юный, уже хочет вступить в армию. Если у тебя нет работы и нужно быстро добыть денег, считай это что фронт это твой единственный выбор. Туда все идут за быстрым заработком. Ну да. Тут еще сферы IT нету, поэтому да. Но я уверен, что солдаты это своего рода айтишники были в то время. Ты за проводником? Тогда стой и жди. Полезешь без очереди, криков не наберешься. Ну, в плане зарплаты я имею в виду. Тоже хочешь записаться в рекруту? Тогда за мной будешь. Или тут по-другому дело? Да не. Могу себе представить, о чем думаешь. Зачем аристократу вроде меня, которому не надо заботиться о пропитании, идти добровольцем в королевскую армию? Скажем так, меня толкнули на это личные причины. Я вот пошел добровольцем, чтобы защитить королевство. Вот и все. На зло бати пришел сюда 100%. Только к вечеру пришла наша очередь. Говорят, их там видели. О чудовищах, которых раньше здесь не бывало. Может, это оно и... Может, это они столько солдат перебили, что тут начали рекрутов набирать. Кажется, их называют людьми. Люди-монстры, нихера себе. Следующий. Прикольно. Ты что сказал, щенок? У каждого тут свои резоны вступать в армию. Вернись в очередь. Очередной напыщенный климар. Твои громкие слова ничто против силы руссентов. Да причем тут раз? Это вопрос чести. Итак, мы ждем извинений. А ну прекратить, никаких драк. Извини, что устроил сцену. Ты в порядке? Я испугался. Боже. Ну, спасибо. Это был благородный поступок. Брось, я почувствовал, что должен вмешаться. Ладно, еще увидимся. Береги себя. Вот так вот. Не усложняй мне жизнь еще больше, ладно? Вот твой проводник. Огненный проводник. В наши дни почти у каждого при себе есть кристаллы маглы. С ними при должной тренировке магия доступна всем.
Но, конечно, за день этому не научишься. Для новичков вроде тебя главное поначалу не убиться. Похоже, на шее у него один из этих проводников магии. Как ошейники одевается. Пон. Кажется, у капитана, с которым я до этого говорил, тоже был проводник магии. Видимо, они бывают разных форм и размеров, как те, что я видел в магазине на главной улице. А, и это тоже возьми. Береги как зеницу ока. Карта столичного региона. Охереть, это ж настоящая карта. За пределами города очень опасно, но кто-то нарисовал ее так подробно. Это могли сделать только в армии. Так, сопляки, всем слушать меня. Я капитан Клингер. И с этого момента вы жалкие душонки у меня в полном подчинении. Думаю, все слышали, что армия сейчас готовится к похоронам Его Величества, но вы не надеетесь сразу получить себе тепленькое место в охране. Сперва вы пройдете боевое крещение в крепости у северной границы. Боевое крещение. Там наш ветеран научит вас тому, что поможет выжить. Умение терпеть боль. Отлично, наш союзник будет именно там. Постарайтесь сегодня выспаться, потому что такого удовольствия вам больше не представится. Разойтись. Ночь. Холодно. 11 градусов. Сразу видно, что им не хватает народу. Да смотри, кого они понабрали. Да мужиков. Причем, ну, вроде нормально. Ну, я, по крайней мере, ни одного толстяка не вижу. Типа. Кстати, ты пока не знаешь, как улит наш союзник, но он узнает тебя по мечу. И сразу поймешь, зачем мы пришли. Не переживай, я его узнаю. Но этот солдафон прав. Нужно отдохнуть перед завтрашним днем. А никого не паришь, что, ну, типа она тут вообще? Эй, не спишь? Да уж, дала, бля, выспаться. Сплю. Спокойной ночи. Очень смешно. В голове столько вопросов. Никак не могу уснуть. Я, конечно, слышала, как обстоят дела в столице, но когда сталкиваешься с предрассудками лично, это прям поражает. Ты в порядке? Ну, это тяжело. Да, я знаю. Постарайся не принимать близко к сердцу. У некоторых даже поворачивается язык сказать, что ты в появлении чудовищ виноваты низшие расы. Вот те, кто так говорит, и сожгли твою деревню. Угу. Это было очень давно. Да, но все же. Принц взял тебя под свою опеку. Ему было не важно твое происхождение, потому что ты и хочешь отдать ему долг. Кстати, это ведь он подарил тебе эту книгу. Можно я взгляну? Какую книгу? Да ту, которую ты постоянно с собой таскаешь. Вот же она лежит. Хорошо, что тем бандитам было плевать на буковки. Спасибо. Эта история ведь зовется фантазией? В смысле, это вот прям в книге машины, вот это вот город Токио. То есть это придуманный автором фантастический мир. Принц любил такое? Ну, посмотрим. Тут написано, что юный путешественник не перестает удивляться тому, что видит.
В этом мире только одна раса. Все равны, никто не судит о других по происхождению. Ничего себе. То есть у них нет никаких фей? С другой стороны, меньше различий, меньше препирательств. Такому миру не нужны чародейства. Мегаполис растет благодаря труду и науке. Стеклянные башни, стремящиеся к небесам. Спокойные ночи, в которых не надо пугаться теней. Шум колес на оживленных улиц. Там счастливо живут по законам, а в законе написано, что перед ним все равны. Вот это да. Ни магии, ни конфликтов между расами. Равноправие для всех. Звучит и правда как фантазия. Но странно, что меня влечет выдуманный мир. Эй, спишь что ли? Ты хоть знаешь, как мне сложно переворачивать страницы? А, ну ладно. Почитай потом еще. Так, погодите. Это что вообще получается? У нас принц, он из этого мира попал вот в этот мир, где вот эльфы и вся херня. Или что вообще? То есть тут исекай произойдет наоборот. То есть чел из фантастического мира в наш мир попадет. Но я уверен, такие аниме уже есть, 100%. То есть сюжет не то чтобы новый, но я такого еще не видел. Ну, лично. Так, глубокая ночь. Сохранится. Да. Аниме. А тебе точно нужно вставать? Можно? Я очень рад с тобой говорить. Я читаю одну книгу, в которой описывается удивительное место. Надеюсь, однажды таким станет и наше королевство. Ты вроде говорил, что это фантастическая повесть. С самого рождения вся наша жизнь предопределена расовыми предрассудками и выдумками о нечистой крови. Я не хочу, чтобы мы жили в таком мире. Ведь вы, Эльды, яркий тому пример. Вы меня приютили, и этим спасли мне жизнь. Тем не менее, ваше поселение сожгли. Жестко. Я не хочу, чтобы подобная трагедия вновь повторилась. Кто-то должен все исправить. Что с тобой? Тебе лучше поберечь силу. Жизнь бывает жестока. Я это знаю, но я все равно не сдамся до конца. Я принц, но должен стать героем. Трона достоин лишь герой. Герой, говоришь? Тот, кто сам приходит на помощь попавшим в беду. Так меня учил отец. Он рассказывал, что раньше в нашей стране было много легендарных героев. Поэтому я ни за что не сдамся. В моем идеальном мире будет счастлив каждый, кто бы кем ни родился. Конечно, на пути к мечте меня ждет много препятствий. Я тоже не буду сдаваться, обещаю. Ты всегда остаешься рядом и поддерживаешь меня в трудную минуту. Мы добьемся своего. Ты станешь героем. Поверь мне. Только не говорите мне, что это гей-история. Так, погромче сделаем игру. Я тоже не буду сдаваться. Обещаю.
Ну все. Сейчас будет боевое крещение. Далеко что-то мы едем. До прибытия в форт на северной границе остался 1 день. Интересно, как далеко мы забрались? Давай посмотрим, где то место, куда мы направляемся. Форт на северной границе. Выберите пункт назначения. Так не я выбираю пункты, мы ж просто, ну... Я еду с повозкой. На карте мира можно найти информацию об окружающей местности с помощью клавиш управления. Переместите курсор в место, о котором вы хотите узнать больше, и нажмите пробел, чтобы выбрать. Военный лагерь. Лагерь для отдыха войск, направляющийся на форт северной границы. Это военный лагерь. Мы провели там прошлую ночь. Гранд Рад, думаю, пройдет некоторое время, прежде чем мы туда вернемся. Ты так и планировал остановиться здесь на ночь? Форт вроде бы чуть дальше. Угу. Это форт на северной границе. Местные жители наверняка нам помогут. Нужно поговорить с ними, как только прибудем. Ну да. Погодите, а я могу? А, я могу. Ха-ха-ха. Нихера себе, это прям чё, человек. Человек яйца. Ну ладно. Сейчас нам нужно отдохнуть, чтобы завтра быть в форме. Повозка с новобранцем прибывает к месту назначения. Вечер. Выходной день. Форт на северной границе. Эта крепость была построена во времена оккупационной войны в горах, по которым проходит граница с соседней страной. Армия отправляет сюда все больше солдат и не защищает столицу от чудовищ, которых в последние годы все развилось подозрительно много. Новобранцы, прибывшие сюда на службу, высаживаются у подножия крутого холма, на котором стоит крепость. Угу. Наконец-то я уже ног не чувствую. Слушай сюда, болваны, на поле боя рассиживаться не придется, а граница — это всегда поле боя. Сигнал тревоги может прозвучать в любой момент. Смирно, дворняги, под командованием капитана Клинкера, героя войны, гениального полководца и мастера клинка, когда я был салагой и мариновался в окопе. В крови по самые яйца. Трепач. А скажи-ка мне, дружище, что ж такого в этой книжке, которую ты все время читаешь? Она о мире, где расы живут дружно. Она о мире, где нет разных рас, а есть один народ. И все равны никого не судят по внешнему виду? Да уж, не то что у нас. Так в ней, значит, описан лучший мир, что-то вроде утопии. Вообще, я тоже люблю читать, но такие книжки мне не попадались. Знаешь, когда покойный король зашел на престол, он сам был идеалистом. Все мечтал всех объединить. Разумеется, ничего у него не получилось. Умения много и красиво говорить недостаточно, чтобы изменить порядок в стране. Странно, что он сам этого не понимал.
Ну ты подумай. Этот новобранец считает себя умнее покойного короля. Помолчал бы, боевой дух, и так хуже некуда. Тебя никто не спрашивал. Хочешь что-то сказать? Давай, я слушаю. Напрашиваешься. Прошу его простить. Ну вот, твой друг хоть и из низшей расы, а умный. Ладно, Клемар, скажи спасибо, что твой друг за тебя заступился. В следующий раз держи свои жалобы при себе. Угораздило же меня. Что ж, сам виноват. Говорят же, о мертвых либо хорошо, либо ничего. У них есть тоже такое понятие. Я часто говорю, не подумав, но я рад, что эта дурная привычка все же свела нас вместе. Это все-таки гей-история, да? О, прошу прощения, я так и не представился. Стролл. Леон Стролл. Сын герцога Галлиги. А ты? Мое имя Ичикаваси. Так меня зовут. Ичикаваси. Солидное имя. Серьезное. В любом случае, от моего титула сейчас мало толку. Здесь и сейчас мы с тобой равны. Еле-еле выбрался. Так, на чем я остановился? А, да. В общем, салаги. Кто-нибудь помогите. Давайте смотреть, как он умирает. Думаю, со мной все согласны. Так, еще чуть-чуть. Все. По-моему, он умер. Это что, солдат? Эй, ты жив? Что стряслось? Бегите от него, он слишком... Он потерял сознание. Он не из моих ребят. Должно быть, это один из стражей форта. Видать, о смерти короля уже прослышали дикари за границей. Ну, в общем, марш к форту. Лево и право, а я останусь тут. И я перевяжу этого бедолагу. Гандон вонючий. Дропает нас, дропает, смотрите. Хотите, чтобы мы ушли вперед без вас? Может, мы хотя бы отправим назад отряд, чтобы попросить? Отказываешься мне подчиняться, солдат? Может, ты предатель? Стража нет места трусов. Вы часть армии его королевского величества. Отриньте страх, сражайтесь с честью. И уже завтра мы все будем увешаны медалями. Он прав, мы воины. Это наш первый шанс добиться славы и богатства. И что мне провалиться, если я упущу его? Беспокойный новобранец. Вперед! Проклятие. Ну да ладно. Мы сами на это подписались. Вперед к форту. Ну вперед. Бля, мне дадут поиграть? Что тут? У меня нехорошее чувство. Трудно объяснить, но в воздухе словно разливается мерзкий запах, и он усиливается. На ней тоже броня, блядь. А чё она защищает это вот от зубочистки, типа, или что? Что-то случилось? Подожди, это что, фея? Ты сам ее поймал? Не вижу никакой феи. Она со мной, ёпта. Да, и, кстати, у меня есть имя. Меня зовут Галика.
Так ты с ним вместе? Долго же ты пряталась? Не хотелось привлекать внимание, но сейчас уже все равно. У меня дурное предчувствие, нужно быть осторожными. Да не так уж она и пряталась вообще-то. Она буквально у всех на виду всегда была. Согласен, приказ есть приказ, но я не позволю этому диванному генералу отправлять мне на верную смерть. Надо подготовиться, прежде чем бросаться навстречу на опасность. Ичикаваси, полагаю, ты умеешь обращаться с проводником? Не думаю, он никогда им не пользовался. Он же из простонародья, так что вряд ли. Справедливо. Тогда просто держись за мной, и все будет в порядке. Обещаю, не дам тебя в обиду. Мой герой, ёпта. Мой герой. Новый союзник Строл. Храбрый боец по имени Строл, скрывающий свое благородное происхождение, стал вашим союзником. Дело плохо. Не думал, что вам придется по-настоящему там с кем-то драться. Надеюсь, наш союзник в форте жив. Не будем спешить. И расслабиться... И расслабляться тоже не стоит. У нее тоже меч? У феи? О, нихера себе. Ладно, такого я не ожидала, но о нашем поручении все равно не забывай, понял? Ладно. Осторожнее, наш союзник где-то там, мы должны его найти. Еле догнал. О чем ты говорил? Я слышал что-то про союзника. Просто беспокоюсь насчет солдат внутри. Да, что бы там ни было, и мне все это тоже беспокоит. Пойдем внутрь. Вперед, вперед, говорит. Ох, кровище. Чтоб тебя! Что за бред, блядь, и как с этим дерьмом драться? Вот оно, чудище. Это же человек! Серьезно, это человек? Не отступать, в атаку, вперед! Он выглядит как-то, ну... Да. Человек, я... Ох, кто-нибудь. Какой кошмар, столько трупов. Надеюсь, ты жив, Грай. Нельзя терять время, кто-то должен был выжить, надо искать. Нет, никто не дышит. Мы опоздали, но кто-то должен был уцелеть, надо искать дальше. Назад, мы не одни. Это тоже человек, по-вашему? Почему он такой странный? Похоже на чудовище, которое мы видели раньше. Он ведь тоже человек, хоть и маленький. Похоже, придется сражаться и с ним. Если это человек, как же с ним управиться? То тем более нельзя его оставлять. Я, понимаешь, у меня с ними давняя история. В любом случае, сейчас наша единственная надежда — это объединить усилия. Согласен? Согласен. Рад, что тебе не пришлось говорить. Думаю, вместе мы как-нибудь справимся. Такого врага не победить в одиночку. Должны... можно даже не пытаться, если только мы не будем действовать вообще. Понимаешь, ты выбираешь момент, мы нападаем одновременно. Я жду твоей команды. Угу. Хуя, бля. Вот противник. Блин.
Нормально. Пронесло. Мы чудом уцелели, не будем терять времени, идем дальше. Предметы. Не, ну музыка забавная. В бою. Погоди-ка. Там еще один. Если он нас заметит, будет плохо. Похоже, он может воспользоваться шансом застать его врасплох. Ага. Нормально, нормально. Долбанный тысяч не работает. Дай-ка я угадаю. А, блять. Ну ясно, ясно. Ну, впрочем, как всегда. Вы там писали, а я не читал. Привет, Рокс. Что за ним игра? По мотивам какой-то манги или отдельная игра? Отдельная игра. Отдельная. Так, еще. Угу. Так, ну теперь, надеюсь, сообщение показывается нормально. Ну, Тычевский имеется в виду. Музон, конечно. На уровень. Показатели вырос. Сила +1. А, погоди, что? То есть я реально распределяю очки. М. 3 штуки листа. Кайф. Скайцы. Выпить его, выпейте. Безупречная победа. Плюс бонус. Блин, эта собака вообще ничего не стоила. Умирающий солдат. Он еще дышит, но рано, серьезно. Да, Эльд, не смей меня трогать. Вы только несчастье приносите. Это из-за тебя явилось чудовище. Все потому, что на поле боя вышел Эльд. Ну, конечно, как же иначе? Проклятие, пропади на все пропадом. Я его придушу. Мертвый солдат. Ты молодой новобранец, носи ноги, эта штука впереди. Там ведь еще стали солдаты, мы не можем их бросить и сбежать. Слишком поздно, этого монстра не победить. Просто бегите, убегайте отсюда. Умер. И здесь его нет. Куда он подевался?
Стойте. Вы с Галикой никого случайно не ищете? Ищем. Так я и подумал. Теперь все сходится. Зачем скрывать это от меня? Полагаю, но то есть причина. Ну, сказать по правде. Это кричал человек, которого мы видели? Приказ дается с вершины башни. Может, там еще остались солдаты? Личные дела обсудим потом. Нам нужна наша помощь. Скорее наверх. Исигамасё? Да нахер ты его пламенем-то? Мог бы просто ударить его. Не, ну собак, конечно, ни хера не дают. Это даже печаль. Сломанный проводник. А, ненавижу эльдов. Так и знал, что форт проклят. Разве иначе бы напал на нас такое чудовище? Успокойся, человек явился не из-за него. Ты же это понимаешь? Но все погибли. А у них ведь семьи. Хоть ты и эльд, мне все равно. Помогите кто-нибудь. Не хочу умирать. Не дышит. Целебная мазь. Думаю, эта штука нам можно пригодиться. Стоит ее забрать. А может, мы реально прокляты? Всем, кому не подходи, все умирают. Топ-топ-топ! Вау-вау! Аниме! Он пропускает ход из заглушения. Rebel Next, здорово. Да. Там зубик ходит какой-то. Это Акариес. О. Огонь отлично справляется с кариесом, одобрен стоматологом. 3-й уровень, найс. Не, ну тут музон, конечно, это вообще что-то прикольное. Атлас все-таки умеет музон делать, реально. А? Ты немного налил туда этого? Ну, как его? Как называется? Ну, короче, ароматизатор этот. Интересная игра. Ну, такая, довольно-таки любопытная. Я просто персону не играл, а это все-таки создатели персоны сделали эту игру. И подкупает тот момент, что здесь русский язык есть, а у не каждой аниме игры есть русский язык. Хуй, отец. Да тебе ничего не нравится, Гудзон. Он, как бы это... Короче, не обращайте на Гудзона внимания. Он негодует, потому что меня нет на экране. Он хочет видеть меня. Блин, напоминает музыку, знаете, какую? Похоже на
Блин, где я слышал такую песню? Сладко пирожок. よし次も自信を持っていこう М. 続けて攻める Играл в Xenoblade Chronicles? Не. Ну, из аниме игр, 強い JRPG-шек и там прочих, я, ну, в свое время проходил こんなところで止まってられない до конца 9 Final Fantasy. М. Что-то там Rebel Galaxy, или как это там называлось, тут тоже типа какая-то была JRPG-шка около. Jade Empire. ФБМ, здорово. Интересная игра. Ну и вообще чисто, знаешь, так, обогатиться, так сказать, культурно. Поиграть в аниме-игру. Все-таки стоит. Мы почти добрались до крыши. Постой, я хочу кое-что сказать. Там и биомехи разный класс. Интересно. Да, баринера посмотри. Бар. Я сомневаюсь, что там будет. Короче, огромное количество механик и подводная лодка. Блин, подводная лодка это прикольно, конечно. И комбо-классы, и субклассы. Угу. Так, ща. А ты? Ты пойдешь со мной? Я знаю, что ты должен кого-то таскать. Может, не стоит тебе рисковать жизнь? Я не хочу, чтобы ты погиб. Я не собираюсь убегать 任せろ и бросать остальных. Кстати, вышло и Final Fantasy 16. Да, чё, блин. Может быть, когда-нибудь. Но... Я чисто так, эксперимента ради, решил глянуть на эту игру. Ну, выглядело любопытно. Довольно-таки любопытно. И наличие русского языка прям сильно подкупило. Я понял. 行くぞ Что ж, тогда я буду рад твоей помощи. И все-таки вот этот стилек атлусовский, вот, персоновский, прям интересно. Знаешь, о чем задумался? О чем? Вот кого я почувствовал, так и знал, что там будет человек. Что же делать? Я готов. Только не делай глупостей. Ну хорошо, идем. Короче, мы смотрели не туда, куда нужно. Угу. Пипец. Проклятие, огромная сила. Так, помнишь бразильские сериалы, сейчас турецкие, корейские? Но нужно клепать по полгода романтические новеллы. Хм. Ну, нормально. Ну, стоит подумать. Ну, вообще стоит, да, с чего-то начать. И новеллы это, типа, реально простая тема. Ты реально разбогатеешь на этой ерунде? Думаешь?
А еще рекомендуют хентай-игры делать. Какой кошмар, глазам не верю. これ以上好きにはさせない。 Я вообще понять не могу, что на что я смотрю. У него на крыльях рты с языками. Блин. Венозные ноги с лезвиями. Интересно, что курил этот японец? Мы должны это как-то остановить. Угроза! Проклятые люди, все из-за них. とにかくやるしかない。 Выбора нет, придется сражаться. Мне нельзя покинуть. Я должен довести дело до конца. Хомо Горлео. Да-да-да. Так, давайте-ка... Ну, все-таки придется применить магию, да. 炎よ。 А, ну, нам пиздец. Проклятое чудовище, я убью. Ну, понятно, нам пиздец. Хлопанье крыльями. Что это было? Оно даже не вздрогнуло. Проклятие, я так просто не сдамся. Предмет. Листочек. Стролу. さすがだな。 Сасака-басака. Так. Откуда у этой твари столько сил? Больше я ничего не могу сделать. Мне нельзя здесь умирать, принц. Я должен спасти лучшего друга. Но... 俺が奴を引きつける。 Бегите, я отвлеку монстра. А ты? いいか。 Я ведь аристократ. 貴族が Алька, блять, нахуй, блять. А, ну конечно же пробуждение. 王となるさ Судьбой тебе готовна корона, ты займешь престол, предначертанный наконец приоткрылась миру. 道は二つに Тебе не раз предстоит оказаться на распутье, прими испытание или умри ここで в безызвестности. Выбор за тобой. 選ぶのです いいでしょ Так тому и быть. う恐れと向き合って Истинный герой готов смотреть в лицо своему страху. 己自身に Ничего не бойся, разбуди в себе героя. 内なる英雄の姿に変われと己の心に Зажги огонь в сердце. Блин. Конечно же сразу... Блин, почему... Блин, почему в каждой аниме-игре должна быть какая-то такая типа тема? С пробуждением силы, там, всей херни. Он реально просто Гайвером станет, да? Ну да, литер или Гайвер. Боже, ладно. Что здесь вообще творится? Мы должны как-то дать отпор. Восстановить небольшое количество ос одному союзнику. Наносит малый магический урон ветром одному противнику. 風よ。 70. Отлично, сработало. Моя сила не идет ни в какое сравнение с его. К тому же он может использовать магию даже без проводника. Стойкость. Вернулся. Идеальное уклонение, меньшего я не ждал. 大丈夫 Ты в порядке? このままだと
Надо найти способ отразить эти атаки. Если не будем отбиваться, нам крышка. Некоторые враги уязвимы к определенному типу урона. При поражении уязвимого места противника появится слабость. Если вы нанесете врагу критический урон или удар, к которому он уязвим, то значок хода израсходуется наполовину, а не целиком. 頭の羽と足の歯で攻撃してくるみたい。直接狙えない？この力で突きやれろ。その調子。落ち着いていこう。攻撃を続けて。シーカー風よ。他の場所も狙え行くぞ。М. М. 突きやれろ。自由なシーカー風よ。一気に攻めよ。 Да, у меня вот все время так. О, денег на Марии. 傷が回復して Он что, еще и лечит? 自分の体の一部を Я 2 раза поменял 攻撃しても回復 провайдера. И вот, как бы вот так. И причем эти ебаные разрывы происходят ровно в то время, когда я стримлю. Монстр исцеляется, пожирая собственные плоды. Если так пойдет дальше, мы никогда его не одолеем. まさか体の一部を自分で食べる加減はしない。あのリンゴ叩き落としちゃうね Или ярость. よここに。 あのリンゴみたいなのどうにかしなきゃ Наверное, нужно избавиться от яблок. Да ну на. Придумал. Я, может, кажется, попробую. Разрешить галике сбить яблоки, которые восстанавливают противнику здоровье? Не. 本当に Ты справишься? Точно помощь не нужна? Ладно, зови, если что. То есть это для пуси, да? 風よ。 あのリンゴみたいなの Да нет, расслабься, лол. Я справлюсь. やっぱまだ耐える。 А, мечом, кстати, очень мало наносит. あのリンゴみ Да ты задрала. Нет, нет, расслабься, господи. 行くぞ。突きやれろ。 Ну что, минус яблок. あのリンゴみたいな Ну のどうにかしな ебано. きゃ Я однажды вот реально могу мискликнуть просто. 本当に大丈夫 この力で。風よ。 あのリンゴみ Да отъебись. 本当に大丈夫加減はしない。突きやれろ。 Десятку снес. あのリンゴみたいなのどうにかしなきゃ А, так. 本当に大丈夫 王者の魂をここに。一気に攻める。 Давай, сука, спроси меня, хочешь ли, чтобы я сбила яблоки? Спроси, блин. Слава богу, она мне это не сделала.
Блин, не-не-не. Без клика. 風よ Да, уж ураганный геймплей, что сказать. してやれろ Да. 風よ Видно, что Атлусы максимально старались как-то разнообразить вот это вот жанр. Ну, хотя бы визуально, да? Ну, то есть, это жанр игры такой, что оно просто... Он, не знаю... Ну, на любителя вообще, пиздец. 風よ Сильно на любителя. Все, убили его наконец. Ток. Яблоко Гарлео. 悪くないな Новый ранг. いい手応えだ Истинная сила рождается в сердце, без воли нет стойкости. Но бок о бок с ними всегда идут тревога и страх. Так снискали славу те, кому мы с незапамятных времен называем героями. Опираясь на твердую волю, они шли путем добродетели. У него что, наушники есть? Тебе удалось пробудить в себе истинный дух героя, который дремлет в каждом из нас. Только он способен превратить страх перед неизведанным любопытством. Если хочешь изменить мир, прими эту новую силу и двигайся вперед. В пути обретешь ты свое предназначение. Что это за голос? А ты что? Что это была за сила? Сперва твое сердце обратилось в металл, а потом ты сам. Посмотри. Баринер котенка. Тихо, Лоренчон. Сперва твое сердце обратилось в металл, а потом и ты сам. Смотри, этот парень, Строл еще жив. Чтоб меня. Неужели кто-то вышел? Седой солдат. Похож на твердого змея. Этот голос. Грай! Ох, как я рада, что ты жив. Да он нас издал этим человеком. Прятался где-то, сволочь. Седая. Галика, ты зла. И Чикавася это и есть наш новый союзник. Это для него у меня есть послание. Крепко ему досталось. Так, парень, давай-ка помогай, придется нам его нести. Запах крови привлечет зверей, нам нужно уходить, пока не поздно. Бедняга без сознания, но жить будет. Думаю, здесь можно устроить привал. Как хорошо, что мы все-таки встретили тебя, Грай. Жаль только, что при таких обстоятельствах. Мы оба живы, а это уже немало. Прости, что не смог поддержать тебя в бою. Родина их не забудет. Всем посмертно по медальке раздать, да? Так это и есть наш новичок. Но как ему удалось овладеть такой силой? Я никогда ничего подобного не видел. Ты что-нибудь об этом знаешь? Возможно. Но сейчас нужно думать о задании. А, ну да. У меня же для тебя послание. Грай, тебе предстоит новое задание. Отомстить за короля, убить Луи Гуаберна. Сука, давно пора. Никто из интриганов-аристократов в этом не признается, но солдаты понимают, что король умер не своей смертью.
смертью. Проклятый Луи не дает ему покоя королевское семейство. それだけじゃない И это еще не все. Принцу становится хуже. Времени совсем мало. 状態が芳しくなくて Вот, смотри. 里の秘宝で Хе, они его сфоткали. Я принесла из деревни настоящее сокровище, тайное зеркало. Посмотри сам, как себя чувствует принц. В зеркале я вижу принца, погрузившегося в глубокий сон в затерянной деревне. А, то есть это прямой эфир прям? Ничего себе. Его высочество долго не протянет. Боюсь, эти шипы быстро его добьют. 特には Это проклятие наложил Луи, а значит нам придется убить его, чтобы спасти принца. それに Если мы не успеем, они просто коронуют кого-нибудь из своих. Кто-нибудь объяснит, что происходит? Не, ну давайте прямо. Кто такой Луи вообще? Странный вопрос задаешь, парень. Ля. Он был еще ребенком, когда попал в армию 15 лет назад, но удивил всех не столько его возраст, сколько военный гений. Для одних он был героем, для других чудовищем. Луи Гуау, гениальный полководец и искусный маг. Все были уверены, что ему суждено стать генералом. Самым юным генералом в истории страны. Генерал, значит. 王子の襲撃 А потом он напал на принца. В ту ночь на принца наложили проклятие, которое было бы не по силам простому магу. Это сделал сам Луи. Но смерти королевского сына ему показалось мало. Теперь на его руках еще и кровь самого короля. Если негодяй кажется на троне, то мы все обречены. То ему рога успел наставить. А тут целая раса с такими рогами. Они, видимо, появляются... каким-то таким особенным образом. Бля, а как они рождаются, интересно? Они же, ну, наверное, прям... Ладно, даже думать неохота. Но я думаю, что среди женщин, которые рождают подобное, у них, ну, прям сильные... Ну, как бы большая смертность, наверное. Ну, или сильное рассечение в области паха. でも В столице оказалось намного больше последователей Луи, чем я ожидала. Как они могут доверять そこま после で всего, 疑わ что れたの произошло? なんでなの Луи хитер, никаких доказательств нет, а значит все обвинения безосновательны. Все, что с ним могли сделать, это перевести подальше от столицы в какую-то глушь. Многие солдаты вообще не верят в такие обвинения. Они видят в нем опытного воина, на которого аристократы свалили вину. Ага, вот так вот, значит. Многие считают, что при нем наша армия была на пике могущества. С этим не поспоришь. Без него мы не подавили бы мятеж так быстро. Мне кажется, человеческие особи в лице женщин неохотно вступают в отношения с представителями таких рас. А тут прям, ну, расы такие, типа, расы квадроберов есть, расы рогатых вот таких вот есть, расы эльфов и урусов. Ну и потом еще Эльд у нас главный герой, хер пойми кто. А люди, ну людей тут нет. Люди тут, ну, человеками называют тут каких-то вот этих вот монстров, которого мы сейчас только что вальнули. Такая вот концепция тут. Ну смотри, там квадробер стоит. Луи, конечно, негодяй, но свою славу он заслужил. Он и впрямь отличный фехтовальщик и маг, и он действительно гений. Народ, жаждущий перемен, смотрит на него с надеждой. Если даже ты признаешь, насколько он опасен, значит, будет и впрямь непросто. Да уж, ну и задачка. Но я готов за нее взяться. А, он все слышал, да? Ты не видел расу Xenoblade 3? Там вместо рогов крылья. В прямом смысле. Прикольно. Как хитро ты все придумал. Притворялся спящим, чтобы подслушать наш разговор. Вот только ты зря в себя выдал, мальчик. У него нож Рэмбо, гляньте.
Если хочешь моей крови, пусти в ход клинок. Я не собираюсь бежать, я готов сделать то, что должен. Слушай, Грай, он же только что нам спас жизнь. Думаю, его помощь нам пригодится, не надо убивать его. Он же сам вызвался помочь. Ты ответь мне. Ты рискнул жизнью ради этого мальчишки, даже не зная его? Почему? Он сейчас ответит. Я думал, это девушка. Я готов жить, сражаться и умирать во имя чести. Поступая иначе, я бы предал свой титул. Не говоря уже о душе. Ох, теряя хват. Смотри, не зачаруй меня, а то убью тебя собственными руками. Ты не против, если он будет помогать нам? Отлично, я готов служить правому делу. Главное, чтобы все думали, что будто вы погибли в замке. Это задание куда проще выполнять покойникам. Все, чего я от вас жду, это умение держать меч и готовность драться, если я дам такой приказ. Занятие принято. Занятие, бля. То есть занятие. Начать операцию. Чтобы спасти принца от смертельного проклятия, я должен одолеть Луи Гуаберна, злодея, который не только напал на принца, но и убил покойного короля. Срок неизвестен. Ранг 7. Луи тоже придет на похороны. Если к тому времени мы не вернемся в столицу, у нас шанс прикончить его будет упущен. Главное держаться подальше от большой дороги. Там посты и страж. А нам сейчас не нужны неудобные вопросы. Мы доберемся гораздо быстрее, если пойдем через заброшенную шахту. Сейчас отдыхаем и перевязываем рану. На рассвете отправимся в путь. Новый союзник Грай. Закаленный ветеран стал вашим союзником. Да, давайте устроимся на ночлег и завтра наконец-то приступим к делу. Ладно, что насчет врагов разобрались, а что насчет феи? Не знаю даже, вообще без понятия. Но тут как будто бы все удивлялись феям, но потом тут же и хер клали на них. Но не в буквальном смысле, а просто типа им дальше как будто бы неинтересно было. Но они такие типа: эльф? С эльфом? Что? А тогда на нее так-то хер бы многие положили, я уверен. В буквальном смысле. Это твое первое задание, парень. Благодари счастливую звезду, что выжил после встречи с человеком. Я таких существ еще не видел. Кто они вообще? Никто не знает. Их защищает магла. Поэтому даже от самой острой стали здесь толку в бою с ними немного. Мы знаем только то, что с каждым годом они все чаще нападают на путешественников. Вот меня и прислали сюда разобраться в этой истории. И что тебе удалось выяснить? Тише, парень. Я так ничего не смог узнать об этих чудовищах. Дерьмо. В любом случае, луна еще низко. Если у тебя есть вопросы, самое время их задать. Ну давай. Хочу узнать побольше заданий. На самом деле он настоящее чудовище. К твоим годам он уже был не только выдающимся полководцем, но и чуть ли не архимагом. И мы втроем должны его остановить. Стряхнул и положил камыш. Стрёмно. Ну, я бы темное фэнтези такое подобное бы сделал, да, это весело звучит. Барон Монтана, Тайдар Алурат. Спать. На похоронах мы смешаемся с толпой, я сделал все возможное, чтобы он не ушел оттуда живым. Не, ну, блин, сразу понятно, что мы, конечно, провалимся в этом. 100%. Ну, то есть, гадалки не ходи. Он сдохнет. Мы чудом выживем и убежим. А ее схватят и положат в карман. Чтоб иногда делать с ней всякое. Я лично убью его.
помощью огня можно отпугнуть опасных монстров. Так. Но мы тут типа... Да, сохранимся, пожалуй. М. Что это за сила? Я никогда не видел ничего подобного. Это какая-то магия? Нет, вряд ли. Наши проводники магии так... Проводники магии на такое не способны, а твой проводник, кажется, вообще сломан. Проклятие, будь у меня тогда такая сила. Просто я не... Прости, я просто думаю вслух. Денек у нас с тобой сегодня выдался нелегкий, надо отдохнуть. Как хорошо, что послание доставлено. Теперь мы можем задействовать от лица его существа, наконец-то. Похоже, тебя заинтересовала эта сила. Да, но еще больше меня интересует, откуда ты столько всего знаешь о королевской семье. Кем ты был до того, как попал в армию? Octopath Traveler, да, слышал. Тоже очень любопытная игра. Выглядела прям, ну, шикардосно. Может, когда-нибудь сяду ее проходить. Я простой наемник. Однако его величество заставило меня чести учить принца искусству фехтования. Я был в замке в ту ночь, когда на принца напали. そうか Вот оно что. Кто бы мог подумать. Уже поздно, поговорим детали завтра. Ну погоди, мне нужно еще поговорить. У меня есть еще куча историй, но я сильно устал. Я бы с радостью побеседовал с тобой в деревне в другой раз. Очень интересная игра. Там нужно ставить сертификат. Понял. Золотой жук. Там какой-то странный светящийся насекомый. Теперь у меня есть золотой жук. Одна штука. Интересно, что тебе за новая сила? Кажется, Граю было о ней что-то известно. Надо будет обязательно попробовать у нее действие. Но сегодня давай отдохнем, ладно? Погоди, погоди. Я какого-то золотого жука нашел. Видимо, все-таки иногда... Блин, ну, в теории вот подобную игру сделать как будто бы легко. Ну, в том плане, что я имею в виду... Ну как? Ну, блядь, типа... Ну, это дохуя времени просто. А так, ну, как будто бы... Не, ну, вообще, в принципе... Ну, я вот, смотри, вот именно концепция отдыха у лагеря, там, типа... Каждый раз меняешь в зависимости от той локации, на которой ты находишься. Блин, ну это любопытно, блин. У меня вот в голове формируется уже, ну, не один день какая-то вот подобная игра, которая вот типа... Да ты, мантивники, баратуй. Джулур, просто... Или папа спать положит. Папа спать-то. Хорошо, папа спать полубохнет. Олар. Так. Говорят, что когда создаешь игру, то важно самому играть в игры. Ну, это конечно. Но это как, знаешь, типа, будучи поваром, типа, не пробовать, не кушать еду, как бы. Типа, ну, надо же знать, что, как вообще и так далее. Давай отдыхать. Выходной день. Глубокая ночь. Так.
Не спится? Ничего удивительного, после всего, что мы пережили. Но баги, да. でもできるだ Но け тебе 体を надо 休めて отдохнуть おいて перед ね дорогой. Ты каждый раз не даешь мне отдохнуть. Все время. Блин, она вот просто реально. Каждый раз. Да. Но я не устал. 眠くないんだけど。 А прикинь, если что-то у тебя сломается, тебе придется в этом ковыряться, и их за сколько времени. Ну а чё? Ну придется, чё. И поэтому надо тестить игру перед ее выходом. И желательно в первую игру, если делаешь, то надо ее спокойно, не спеша делать, скорее, я думаю так. Ну, в плане того, что... Ну, тут много таких моментов. Для начала, это все-таки тот продукт, с которым ты выходишь на свет, на игровой рынок. Так сказать, как зайдешь на хату, так тебя и потом будут как-то этого, так сказать, относиться. Типа там, правильно, неправильно. И поэтому, да, все-таки тестить игру надо. Причем сильно и хорошо. Ну вот реально, не спеша. Спокойно берешь, делаешь. Конечно, займет кучу времени, но что поделать. Тот же чел из Stardew Valley. Да, я знаю, это очень такой заебанный, такой не очень хороший пример. Но по факту он такой. Делал. Вытащил, и все такие, о, жестко. Какой пример? Stardew Valley. Ну, создатель Stardew Valley. Ну или тот же чел, который Майнкрафт делал, к примеру. Да, типа все время всегда говорят про Stardew Valley. Как бы пример такой довольно-таки попсовый, довольно-таки распространенный. Но он как бы и правильный в плане именно вот этой темы. То, что надо как-то делать наверняка и не спеша, и вот прям, чтоб всем зашло. И не бояться чего-то такого, что, ну, как бы это... Что может показаться тебе, ну... Он, короче, просто взял и хотел сделать ту игру, которую, ну, как он думал, будет сам, типа, играть, и ему будет по кайфу. И до конца шел с этой, типа, темой. Может, ему многие говорили, что это будет игра неуспешная, может, будет полным говном. А он все равно продолжал, сидел и делал. И причем я уверен, что постепенно он переосмысливал многие всякие разные аспекты из игры, и потом переделал много чего, и по итогу получился тот самый Stardew Valley. Нужно как Форест Гамп. Блин, да. 正直 У меня тоже что-то не получается уснуть. Так, она что-то на что она намекает? Так. Она хочет ко мне в карман? 実はね Кстати, забыла сказать. Когда на нас напал человек, я услышал 変な странный 声が聞 голос. こえたんだあんたを導く Он сказал, что мой ことが долг направлять 私の тебя. 役 Как 目 ты думаешь, что это значит? だって何だったんだろう Это, я думаю, значит, что нужно полезть в карман. 私さ Просто, пока я плохо справились с задачей, нам нужно было всего лишь передать послание. 任務だけって А 言っ в ておい итоге て тебя чуть не убили. こんな危険な目に遭わ Я せ не るつもり предвидел はなかっ опасности и たわ теперь чувствую себя виноват. 責任感じてる Да. В этом вся твоя вина. Ну ладно, просто вот это лучше скажи. ガリカのせいじゃな Ты い ни か в чем не виноват. それは Почему-то целое そうか меня もしれ не ないね утешает. 私 Слушай, я не могу сражаться вместе с тобой, но пока ты борешься こう с なった以 тьмой, 上 я 私なり буду に力 помогать になる тебе か во ら всем. Чем смогу.
Предложение о кармане все еще актуально. あんたの霊の力当てにしてる В тебе что-то есть, Ичикаваси. Не знаю, что именно, но почему-то я в тебя верю. そうだ Кстати, знаешь, そういう時こそ чем хороша もっと出 бессонница? 番じゃない Можно читать всю ночь напролет. Эх, если бы мы жили в том мире, в который описан в твоей книжке. Но у нас одна война сменяется другой, а Магла все это только усугубляет. Но немного помечтать не помешает. Читай, пока есть возможность. Он наконец-то засыпать начал. おやすみ Доброй ночи. А, то есть... Приветствую. よく来たね。 Рад нашей встрече. 待っていたよ。 Я ждал тебя. どうやら面白い Я смотрю, ты обрел крайне любопытную способность. Так. やはり君 Мне хотелось бы узнать о тебе больше. Я все больше начинаю думать, что эта игра какая-то... 君がその小説に心を馳せることでつながるみたいだな。 как бы это сказать, нетрадиционных ценностей. Так, невероятно. Я могу общаться с тобой в момент, когда ты полностью поглощен чтением. Я Мор, скромный автор книги, которую ты читаешь. Ага, да ладно, это автор книги. Он чё, типа, жил в Японии, в Токио? Там просто в книге написано, ну, про наш мир. Вот. Это мой кабинет. Впечатляет, правда? Это зал мудрости, предназначенный для изучения некоторых сил. Кошка странная, конечно. Я назову ее Академией. Блин, почему я не удивлен, что у него такая обувь? Ну, вот вообще ни разу не удивлен. Увы, эта библиотека стала для меня тюрьмой. Его милосердное величество счел нужным запереть меня здесь. Вот, я уверен, у него еще и стринги, короче. По правде говоря, в итоге разум стал меня подводить. Я уже не помню, в каком городе королевство занимался своими исследованиями. Я и представить не мог, что мой голос вырвется за пределы этих стен. А потом появился ты. И сейчас, по воле неких загадочных сил, я могу общаться с тобой напрямую. Дота, согласишься ли ты заключить со мной союз? Не, нахуй надо. О, не спеши отказываться. Уверяю, это будет очень выгодное сотрудничество. Ну, вот так вот и в бизнес, как бы, ну, в шоу-бизнес попадает, я думаю. Ты сначала отказываешься, а потом тебе говорят, да, будет прикольно, будут деньги. Ты наверняка многое хочешь узнать, например, выяснить природу той силы, которая в тебе пробудилась. Полагаю, ты сумел овладеть настоящей магией, тебе не нужны рукотворные приспособления. Используй свою внутреннюю маглу, ты даже способен изменять свою внешность. Реально? Эта магия превосходит любую другую. Ныне она осталась только в легендах. Заключается она в архетипах. Архетип. Это олицетворение героических добродетелей. Могущественная сила скрыта в тех, кто тем или иным образом воплощает с собой героев и королей прошлого. Герои в древности часто изображают почти мифическими фигурами, обладавшими божественными силами, и это вовсе не выдумка.
Однако я впервые вижу, чтобы эти могуществом владели настолько свободно. Возможно, тебе суждено не только получить эту силу, но и освоить ее совершенство. Архетипы в самой совершенной своей форме наделяют могуществом истинного героя, того, кто избавит мир от бед и страданий. Надеюсь, ты поможешь мне исполнить мою мечту. Вместе мы сможем вернуть королевству утерянные идеалы. Пойдем со мной заключать союз. Да. Но он говорит, что тут волшебные палочки и рукотворные вещи не нужны. Видимо, он намекает на то, что нам нужны только наши тела, как бы. Причем, скорее всего, обнаженные. Я с радостью поделюсь с тобой знаниями и помогу контролировать новообретенную силу. Что скажешь? Хочешь стать моим другом? Выборов все равно нет. Вот так вот мы стали частью ЛГБТ-сообщества, которое признано экстремистским на территории Российской Федерации. И поэтому я осуждаю, порицаю. Я служу бесплотный голос. Мор ученый в стремлении к утопии, в глубине души он истинный искатель. Не пренебрегай связующими вас узами, и в тебе пробудится неведомая сила. Настолько жестко прям показали, что я пожал руку ему. Так, после открытия этой функции в Академии союзники могут изучать класс Искатель. После открытия этой функции Академии союзники смогут переключаться между архетипами. Блять, ну что-то одно выбрать надо. То есть союзники смогут переключаться между архетипами. А тут плюс искатель какой-то. Давай это. Искатель. Вот какого героя воплощает собой Мор. Я чувствую. А, это все у нас появилось. То есть выбирать не надо было. Оно уже все есть. Понял. Сторонники. Странствуя по миру, вы встретите много сторонников, которые, как Мор, будут поддерживать вас на вашем пути. Сторонники наделяют вас различными способностями в зависимости от того, насколько прочны у вас отношения с ними. Блин, не упускайте возможности заводить новые знакомства, кто знает, с кем вы еще подружитесь. Ага. Уверен, мы еще встретимся, надеюсь, на этом пути нас ждет много интересного. Все. До похорон короля осталось 5 дней. 5 дней. Ну чё, готовы, ёпта? Погнали. С этого момента мы путешествуем тайно. В столицу нам нужно прибыть незамеченными. Так что мы пойдем через лес к заброшенной шахте на склоне горы и через тоннель попадем на другую сторону. Тогда никто не узнает о нашем появлении. Ичка Вася, ты пойдешь впереди. Тебя ждет проверка боем. Но чем быстрее ты освоишься своей силой, тем лучше. Послушай, ты как будто и вправду много знаешь об этой силе. Но это громко сказано. Нахватался во время прошлого задания 100 лет назад. Говорят, эту силу обретают те, кто идет путем праведника. Я думал, это сказки. Но на поле боя видишь все как есть. Сложно назвать выдумкой то, что наблюдаешь в действии. Никак не ожидал, что мне снова придется об этом думать. Несмотря на весь мой опыт, сам я так не смог овладеть этой силой. Да ладно. Не расстраивайся.
Видимо, это и впрямь нечто особенное. А ты не забывай, одно неверное движение, и я тебя прикончу. Я помню. Я слежу за тобой. Я понял. Ты слишком недоверчивый. Так нужно свериться с картой. Если заблудимся, наш план провалится. Кажется, это место называют Нордскими шахтами. Похоже, пройдя по ним, мы быстро доберемся до столицы. То есть мы идем вот так, потом вот по этому ущелью. Угу. Понял. Эта дорога приведет нас в Гранд-Трат. Пора выбираться. А пора выбрать маршрут. Гранд-Трат, жди нас. Это форт на севере, я бы не хотел туда возвращаться. Выбор. Выбор нет выбора. Выберите маршрут, говорят. Ну ладно. А в Нордских шахтах много прилегающих тоннелей. Один из них ведет даже к Гранд-Траду. По нему мы сможем незаметно попасть в столицу. Да погнали, погнали. С парочкой преследователей я справлюсь и в одиночку, а вы сосредоточитесь на том, чтобы добраться до столицы. Нордские шахты лежат на северо-западе от Гранд-Трада. Когда-то здесь добывали кристаллы магла. И еще недавно в шахтах, так удобно расположенных недалеко от столицы, кипела работа. Однако несколько лет назад Санктионская церковь внезапно закрыла их. Выйдя из леса, наши герои идут по тропе, ведущей к заброшенной шахте. Церковь там какая-то что-то закрыла. Вход в шахту совсем рядом. Не сходите с дороги. Че? Что случилось? Может, мне кажется, но такое ощущение, что за нами следят. А кто может за нами следить в такой глуши? Глупости все это. Извини, я просто на своде. Ищешь возможность удрать, да? Я все вижу. Смотрите, вон там, в небе. Эта большая птица зовется Корова. Она заслуживает... она выслеживает добычу с высоты. Заслуживает добычу с высоты. А потом неожиданно атакует. Этого еще не хватало. Будто у нас и без того мало неприятностей. Может, спрячемся и переждем? Нет, идем дальше. Времени не так в обрез. Да и потом. Да, я гадаю, если бы я тогда погиб, и вам не пришлось бы за мной следить, я вот бы сейчас бы шли куда-то быстрее. Это оскорбительно. Вот как. Раз считаешь, что ты достоин доверия, сперва докажи. Идем и смотри, не отставай. Куда собрался? Там в другую сторону. Блин, старый. Клейкий мох. Навыки, предметы. Можно продать. Продать. Вот такие вещи на продажу чисто, да? Маленький золотой жук, его никто не купит, но есть один коллекционер, готовый обменять жуков на что-нибудь ценное. Прикол. Ну, я-то уверен, это же аниме, 100% будет. Крохотный меч феи, он реально наносит урон. Ну, кажется, я могу что-то одевать реально. Так, да, кстати, сохраниться надо. Я не могу сохраниться здесь. Стой, там дикие собаки. Хундо, они охотятся стаей.
Если нападут все вместе, то могут и насмерть загрызть. Нельзя, чтобы они нас окружили, придется поискать другой путь. А что тебя смущает? Это всего лишь собаки. Бойцы вроде тебя, они не страшны. Ну, конечно. Как ты все понимаешь. Верно, ничего, зря пугаться. Сначала внимательно посмотри на врага, подумай, ты видишь его впервые или он тебе знаком. Когда станет ясно, кто из вас сильнее, начинай обдумывать следующий ход. Если враг силен, прояви осторожность, и если он слаб, убей его одним взмахом меча. Посмотри вон на того Хунда, что о нем скажешь? Но он слабее. Верно, тебе удалось избежать смерти в форте, для тебя это несерьезный противник. Желтый, синий, красный. Ага. Достигнув определенного уровня, вы можете подойти к врагу и определить его по цвету. Если противник слабее, ни о чем не думай, просто делай, что должен. Убей его мечом. Если на героя нападет слабый враг, он получит урон, но вы не вступите в автоматическую битву отряда. Ага. Вы можете зафиксировать прицел на противнике, наведя на него курсору. Ага. Все понял, теперь попробуй сам. Прикол. Ну, я реально ворвался и просто всех убил. Кстати, постарайся освоить еще одно правило. Даже если враг слабее, будь всегда начеку. Порой даже секундная заминка может тебя погубить. В таком случае смени тактику и объедини силы с товарищами, все получится. Главное, не паникуй. Он. Угу. Понял. Опыт важнее всего. Пока мы не добрались до Гранд-Рада, сражайся как можно чаще. Я хочу быть уверен, что ты за себя. Гринди, говорит, короче, гринди. Цика! Блюдок дерьма вонючего, строл. Как ты мог промазать? Едрить, а он мощный. Блин. Не получилось получить идеальную победу. Блин, мне походу пора озвучивать аниме. Неплохо. Сугойно. Блин, я вспомнил, где эта музыка была. Это же музыка из Final Fantasy. Прям очень похоже. Боевая тема из Final Fantasy. В начале такая. Вот это вот. Трубы. Но остальное уже, конечно, типа другое, но... もう敵はいない。
Что-то я вас раньше тут не видел. Вы сейчас мне разбойники? О чем ты говоришь? А, я ведь и правда, на разбойников вы не похожи. Наверное, это звучит смешно, но даже так далеко от города у меня ощущение, что за мной следят. А что ты делаешь в такой глуши? Тихо, я вам не враг, я простой торговец. Я вообще-то по делам шел, но видел кровожадных зверей и решил, что где-то рядом находится человек. Вот вы слышали, к примеру, что как человек появляется из ниоткуда и разрушает целое поселение? Это ж кошмар. Простите, не хотел вас расстраивать. Кстати, может, желаете что-нибудь купить? Я бы хотел продать. А, о, продать все же есть. Купить. Зелье возрождения. Ну, не знаю. Да, на самом деле этих листов надо дохуя брать. Похуй вообще. Мы торговцы много всякого слышим. Вот нынче пошли разговоры, что дикие звери с каждым днем становятся все злее. А когда такое случается, скорее из ниоткуда появляется человек и разрушает какой-нибудь городок или деревню. Ужас, правда? Я слышал, чудище теперь все репствует вокруг пограничного форта. Вот тут неподалеку, волнуюсь за тамошних солдат. Так, нашли что-то на продажу. Хорошо, заплачу. Здесь в лесу много всякой всячины продается. А попадается. В основном хлам, но и полезный бывает. Только сегодня я на поиски точно не пойду. Подожди, пока звери не успокоятся. Но если вам попадается что-нибудь на продажу, вы знаете, мне сказать. Нормально. Бля, прикинь. Битва отряда при атаке на вас. Если на вас нападут в подземелье, вы автоматически вступите в битву отряда и учтите, что битва начнется с хода противника. Блин. Нехорошо получилось.
強い。 Безупречная победа. もう敵はいないわ。安全になったみたい。 Кстати, я чую запах опасности. ちょっと Что происходит? Нас окружили. Даже здесь стоит опасаться вовсе не чудовищ. Я знаю, что вы меня слышите. Выходите или нам подойти? Что, старый хрыч? Раздраженный солдат. Самый умный тут выискался. Ничего, сейчас мы ему покажем. Убейте их. Похоже, выбора у нас нет. 兵隊相手は Раньше я не сражался с солдатами, но я не отступлюсь. 風よ。 Нихера у него много жизней, блин. Что это? Никогда ничего подобного не видел. Его создал не проводник магии? Стоит, зевает, блин. И чековать по поводу удара. Они все на меня. Блокирование.防御を固める。 Нихера себе, много урона. Занять оборону. 自由な旅人の力を。節約しないと。 下がれよ。加減はしない。付き合えよ。残った。行くぜ。おとなしくしな。王者の魂をここに。風よ。黒い。はあ。覚悟しな。来るのか。何か来そうだよ。注意して。シーカー。 Блин, у меня как-то дохера жизни, 162. Слабость к огню, бля. この力で付き合えよ。強い。 Они пришли из форта? Выжившие? Не похоже. Это же просто дезертиры, разве нет? Я спрашиваю не об этом. Каким образом им удалось так быстро организовать погоню? Похоже, тебе сейчас не обо мне надо беспокоиться. Знаете что, давайте-ка уже уходите отсюда быстрее. У них типа мечи есть. Пришли. Выглядит жутковато. Хотя ты предупреждал, что тут все заброшено. По приказу теократической монархии сам я давно тут не был. Я слышал, что шахтеры до сих пор ищут здесь богатство, хоть и нарушают этим королевский указ. А еще и рискуют своей жизнью. Уж лучше шахтера-нарушитель, чем вооруженный солдата. Может, поторопимся? Ты прав, может подготовиться только быстро. Все, ГП восстановлен.
Я удивлен, не думал, что у кого-то еще будет дела в заброшенной шахте. Но почему выбрали именно это место? Вы там какого-то знаете? Нам просто по пути. Могу задать тебе тот же вопрос. А вы не слышали? Эту шахту забросили, но кое-кто остался. Теперь не совсем законно тут работает. Один из них мой старый приятель. Он добывает камни, а я их продаю. Ну, хватит об этом. У нас ведь сама судьба свела. Если вам что-то нужно, могу устроить. Благодарю. Прошлой ночью был уничтожен гарнизон форта. Им сейчас не досуг искать дезертиров. Почему тогда нас преследуют? В любом случае, учитывая наше задание, для нас будет лучше считаться погибшими. Давайте найдем выход из шахты, пока не поздно. Подумай только, за нами все это время следили. Мне не показалось. Но, как сказал Грей, в наших преследователях есть что-то странное. Человек появился из ниоткуда и должен был уничтожить всех солдат из форта до последнего. Или его появление было не таким уж внезапным. Но если это так... Стойте-ка. Там ведь сейчас шахтеры, да? Они точно нам не опасны? Бояться нечего, большинство из них работали здесь и раньше, и потом... Если они поднимут шум и про них узнают теократическая монархия, им же хуже будет, разве не так? Значит, мешать они нам не станут. Ты как, готов? Вперед? Если нас догонят, придется еще и преследователями разбираться. Давайте поспешим. Нордские шахты. Слишком тихо. Здесь точно кто-то работает. Что? Не по себе такой тишины? Ничего хорошего. Она не сулит. Инстинкты не обманешь. Судя по тем, кто нас преследовал, это... Стой! Дезертиры! Голоса вдалеке. Вы в ловушке. Сложите оружие и сдавайтесь, грозный солдат. Как я и думал, мы попали в засаду. Положение невыгодное. Здесь слишком мало пространства для маневра. Отступаем. Не выйдет. Мы уже перекрыли выход. Сдавайтесь, бежать некуда. Если не подчинитесь, то за вашу дерзость заплатят шахтеры. Нет, вы не поняли. Мы не дезертиры. Нам пришлось отступить. У нас не было выбора. Там человек. Да-да, мы в курсе, что там стряслось. Поэтому никого нельзя отставлять живых. Таков приказ. Похоже, мы им делаем заговора. Выбора нет. Попробуем прорваться. Вот они. Не дайте ему уйти. Прикольно. Смотрите, там кто-то упал. Ох. Эй, ты в порядке? Говорю же, я не видел никаких дезертиров. Не убивайте меня. Это я упал. Дай хил. Здорово, Клоун. Его глаза остекленели. Нет, ты умер. Чё? Почему? Это намек, парень. Либо мы сдадимся, либо пострадают невинные. Но знать о том, что мы выжили и отправить этот солдат мог только гнида. Это был ублюдок толстый. У меня есть еще постоянные разрывы связи. Сразу предупреждаю, будет стрёмно. Да, блять! Как ты не очень хорошо подставился под удар. Что? Это же? Как я и думал, теперь все сходится. Нас здесь ждали. Такие метафор. Довольно-таки интересная игра. Вон он, толстая гнида. Я знал, что встречу тебя здесь. Только ты не стал подниматься к форту. Там погибли все, кроме тебя. Кто бы мог подумать, что трое жалких дезертиров уйдут от целого отряда наемников. Ублюдок, ты думал, что никто не выживет? Ты знал, что там будет человек. А что в этом странного? Ты же сам слышал все доклады.
Я лишь подготовил наживку пожирнее. Правда, я не ожидал, что эта тварь сразу устроит такую резню. Надеюсь, ты не взял высокий уровень сложности? Взял. Ты послал солдат на смерть? Как же так? Королевская гвардия бессильна перед людьми. И доказать это народу могут только огромные потери. Выходит, кто-то хочет опозорить королевскую стражу. А когда народ взмолится о помощи, из ниоткуда возникнет спаситель в сияющих доспехах. Такой план? Спаситель? Говори прямо, парень. Ты думаешь, он служит Луи? Беспомощным овцам нужен пастух. Если для того, чтобы указать им на истинного спасителя, надо пролить кровь, я не буду колебаться ни секунды. Че, думаешь, все плохо? Да ладно. Прорвемся, ёпт. Так, вот за что погибли чьи-то сыновья и дочери за твоего спасителя? Не они первые и не последние. Солдаты всегда требуют подкрепления. Крестьяне пощады. Но я-то знаю, что сражаться с людьми бесполезно. Он. Крестьяне? Ты оставил их без защиты? Это был ты? 7 лет назад. Первый вторник июня. Огненный день. В северных горах сожгли дотла деревню. Она называлась Галия. А, да, что-то помню такое. Ну что ж, думаю, что Строл теперь хочет изнасиловать этого толстяка этим длинным мечом в задницу. Когда ты совершил роковую ошибку Клингера. Вингера. Ты оставил одного выжившего. Не подходи. Помоги ты. Вы угодили прямиком в нашу ловушку. Какой мощный удар, боже. Я все продумал. Это был единственный путь без сторожевых постов. Ты опозорил свой титул и свой народ. Возможно, я умру здесь, но ты... Тебе не надеяться на... Это пробуждение. О ты, опаленный злобой. О ты, скорбный странник. Пришло время выбрать свой путь, ниндзя. Путеводная звезда, чей свет освещает дорогу перед самим королем. Пробудись. Чито? Чито? О нет, я не могу подвести к господину Луи. Он моя единственная надежда, только... Зря не стараешься, я не дам тебе лишить меня славы. Да ну нахуй. Я тебе покажу, как устроен мир. Что? А, дворянчик. И как же он устроен? Предводители бросают своих последователей. Невинно гибнут из-за их безразличия. Если таков твой мир, а пусть он умрет вместе с тобой. Бах нахуй. А, я подумал, он ударил его, но он вытащил. Ну и говно. Внимание, внимание, я Леон Строл, блядь, нахуй. Последний представитель своего дома, блядь. Нахуй, вы все, суки, нахуй. Будете член сосать. Да, член сосать. Ну и хуйня. Окей. Давай, я покажу тебе мир, в котором еще остался пенис. Угроза. Что такое, нахуй? Стоп, так у него теперь такая же сила? Мы покажем ему, как с ней обращаться. Я не знаю, с чего вы добиваетесь, но пустыми угрозами меня не взять. Не хватит и одного проводника, чтобы обратить вас всех в пепел. Эй, молодняк, прикройте меня, скуфа. Посмотрите на этого жалкого скуфа. Прячется за спинами зумеров, а еще капитаном себя называет. Я строю ему финал, которого он заслуживает.
Проводник — мощное оружие, но обращаться с ним непросто. Если почувствуешь опасность, защищайся изо всех сил и постарайся пережить атаку. Косое рассечение. Мгм. Так, солдатов надо убивать. Самарадна банана. Ага. Ты, сука, они усиляют этого скушу. 叩き切る自由加減はしない風よまだ耐える Казаёб. Щеней. Блять, а у меня слабость от огня. Слава богу, он 2 раза подряд по мне не ебанул, это было бы стрёмно. 悪は正す Так, высокая защита. 切り捨てる Членистер. 自由な旅人の力を Так, мне нужно полечиться. さえ Сай. На. Блин, его дебафнуть надо бы. Сука. Так. ファイター Клингер, вингер. Назад. 王者の魂を И ここに цыкай его, цыкай. Вот так, правильно. Это не самый высокий, тогда все норм. У них бы на атаку больше было бы. Не, ну он стоял высокий. А самый-самый высокий он не был доступен. ファイター切り捨てる Членистер? 恥ずかしくない戦いをチーカー Тика. Да ладно, ебем его. やれろ残った Все, устал скуф. Умрите, умрите. Ох, блядь. Пиздохен швайны. Не зря я купил эту хуйню. まだやれる行くぞ Тебе пизда уебок. На нахуй. Все. Форма капитана. 悪くないな Ебой. Найс. いい手応えだ Так, давай плюс силу. Ля, как поднялся, смотри. Так, увеличит атаку одного союзника на 3 хода. Пассивные навыки. Ваши соратники чаще применяют навыки поддержки быстрых битв. Прикольно, прикольно. Хуета. Невозможно. Квадробер убежал. Кто бы мог подумать, что опытный офицер превратится в обезумевшего фанатика. Как я это сделал? Еще без проводника. Прям как и Чикавася. Ребята, вы вообще кто такие, нахуй? Я... Леон Стролл. Разоренный деревенский аристократ. Клингер упомянул деревню, уничтоженную человеком. Несчастные крестьяне звали на помощь, но он отвернулся от них. Бля, ну долбоебское у него было превращение. Это вообще пиздец, конечно. Я вообще охуел. Деревня называлась Галия, а я сын герцога, владевшего этой деревней. Теперь я знаю, как все было на самом деле. Мы отправили самых быстрых всадников, но очевидно были обречены.
Миша 33 годик. Забавный факт Острова, он пиздец как любит промахиваться. Он, если за вас, за всем этим стоял Луи, он обязательно за этого поплатится. Но он однажды промахивался, помню, да. Теперь у меня есть свои причины драться. Ваша цель, теперь моя цель, поэтому я еще раз прошу. Пожалуйста, позвольте мне помочь. О, ну что скажешь, Грай? Ну что ж, связующими вас узами, и в тебе пробудится